Здравствуйте, ребята! Сегодня я рада приветствовать вас на уроке математики. Настроение хорошее, начинаем. Вы готовы? Все в порядке? Ручка, учебник, тетрадка. Ребята, сегодня у нас на уроке герои произведений Корнея Чуковского. Послушайте. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Сегодня мы поможем Айболиту лечить зверей. Давайте определим, сколько зверей пришло к доктору. Молодцы, правильно, 5 зверей. Пропишем это число в первой строчке. Используя данную цифру, 3 раза назовите трехзначное число. Правильно, 555. Пропишем это число во второй строчке. Давайте вспомним разрядные единицы числа 555. 5 сотен, 5 десятков, 5 единиц. Молодцы, вы справились с этим заданием. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от гиппопотама. Чтобы прочитать телеграмму, нужно решить примеры. Ребята, но мы с вами запишем только ответы. Молодцы! Очень легкие примеры были. Давайте проверим ответы. 200, 1000, 99, 413, 780, 0. Вот теперь можно прочитать телеграмму. Приезжайте, доктор, вы скорей, и спасите, доктор, наших малышей. Не хватает одного слова. Расставьте числа в порядке убывания. Какое слово получилось? Правильно, слово «Африка». Теперь мы можем прочитать телеграмму. Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей. И сейчас же к нему из-за елки выбегают мохнатые волки. Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем. Давайте добираться разными путями. Побыстрее решим примеры и займем места. Молодцы! Вы все вовремя успели и вовремя добрались до места. Скажите мне, пожалуйста, а кто помнит,
чем заболели зверята в Африке? И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Нужно помочь зверятам и приготовить лекарства. Мы с вами сейчас сравним устно числа, тогда появятся новые лекарства. Молодцы! Правильно! 56 меньше 68. 40 меньше 100. 567 меньше, чем 756. Скажите мне, пожалуйста, в какие числа нам было сравнивать труднее? Да, конечно, 567 и 756. А как вы думаете, почему? Вот и сегодня мы с вами на уроке будем учиться сравнивать трехзначные числа. Чтобы правильно сравнивать трехзначные числа, нужно нам вместе вывести алгоритм сравнения трехзначных чисел. Готовы? Итак, алгоритм. Первое. Начинаем сравнивать с наивысшего разряда сотен. Второе. Определим, в каком числе больше сотен. Если их количество равно, переходим к следующему разряду. Сравним количество десятков. Если их количество равно, переходим к единицам. Сравниваем единицы. Так вот, смотрим на наше выражение. Сравним 557 и 776. Сравниваем сотни. 5 сотен меньше 7 сотен. Значит, 557 меньше, чем 756. Давайте сравним 567 и 542. Количество сотен одинаковое. Сравниваем десятки. 6 десятков больше 4 десятков. Значит, 567 больше 542. И третьих два числа сравним. 565 и 563. Сравниваем сотни. Сотен в обоих числах одинаково. Сравниваем десятки. Количество десятков в обоих числах одинаково. Сравниваем единицы. 5 единиц больше 3 единиц. Значит, число 565 больше 563. Давайте с вами повторим алгоритм сравнения трехзначных чисел. Первое. Начинаем сравнивать с наивысшего разряда сотен. Второе. Определим, в каком числе больше сотен. Если их количество равно, переходим к следующему разряду. Третье. Сравним количество десятков. Если их количество равно, переходим к единицам. Сравниваем единицы. А теперь давайте, используя наш алгоритм сравнения чисел, сравним 870 и 780, 678 и 648, 850 и 852, 202 и 220, 315 и 305,
677 и 767. Теперь мы сможем изготовить лекарства для бедных и больных зверят. И бежит Айболит к бегемотикам, и хлопает их по животикам, и к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным, горбатым, больным верблюжатам. Вы готовы изготовить лекарства для зверят? Да. Для этого мы с вами решим задачу. Для лечения больных зверей необходимо приготовить 15 килограмм лекарств и в 5 раз больше витаминов. Насколько больше потребуется витаминов, чем лекарств? Хорошо, молодцы. Давайте проверим. 15 умножить на 5 – 75 килограмм витаминов необходимо приготовить. Во втором действии мы узнаем, насколько больше килограмм потребуется витаминов, чем лекарств. Правильно, молодцы, на 60 килограмм. Мы сегодня с вами помогли изготовить лекарства и витамины для зверят. 10 ночей Айболит не ест и не пьет и не спит. 10 ночей подряд он лечит несчастных зверят и ставит им градусники. Давайте поможем теперь вылечить зверят, а для этого решим уравнение. Молодцы! Проверьте и убедитесь, кто смог из вас помочь доктору Айболиту. Урок. Вот и вылечил Айболит Лимпопо. Вот и вылечил больных Лимпопо. И пошли они смеяться Лимпопо. И плясать, и баловаться Лимпопо. Молодцы! Сегодня мы с вами помогли доктору Айболиту. Нам пора заканчивать урок. Давайте повторим еще раз алгоритм сравнения трехзначных чисел. Начинаем сравнивать с наивысшего разряда сотен. Определим, в каком числе больше сотен. Если количество равно, то переходим к следующему разряду. Сравним количество десятков. Если их количество равно, переходим к единицам. Сравниваем единицы. Молодцы! Ребята, если вам все понятно, нарисуйте звездочку красного цвета. Если понятно, то не совсем. Звездочку синего цвета. А если непонятно ничего, ваша звездочка желтая.
До новых встреч! Спасибо за урок!